Мы должны информировать всех, потому что ситуация сейчас очень сложная, и провоцировать мусульман, провоцировать таджиков, чеченцев, других народов Кавказа или Центральной Азии в России, когда все и так озлоблены, все друг на друга точат зубы, это несложно, поэтому наша задача как можно больше говорить на эту тему, больше дать информацию. Знаете, у нас нет возможности проверить, перепроверить ту информацию, которая к нам поступает. Мы должны тратить особо наше время на факт-чекинги, на проверки, тем более, что я полностью доверяю тебе, Руслан, и твоим источникам. Раз вы доказали, показали себя как человек, который зря так ничего не говорите. Поэтому, во-первых, я доверяю, во-вторых, это полностью соответствует логике любых империй. Империи, они не любят проигрывать. Любая непобеда для них – это уже проигрыш. А то, что сейчас сегодняшняя Россия ведет себя, хотя называется Российская Федерация, но ведет себя по-имперски. И уже то, что не победила на этой войне против Украины, более того, начинает уже проигрывать, и территорию уже теряет. И, наверное, с учетом того, что ресурсы заканчиваются, санкции уже начинают работать. И более того, если на президентских выборах в США победит не Трамп, то, скорее всего, у Украины будет больше возможностей не только контратаковать, но и добиться ощутимых результатов. А это все в совокупности. В результате это не то, что нервничает, это уже рассматривается как проигрыш. И в таких случаях обычно империи, они провоцируют внутри государства различные конфликты, тем более, что для России, где многонациональное государство, и так очень много социально-экономических проблем, этнических проблем, провоцировать кавказцев против центральноазиатских народов, и даже, возможно, внутри самого Кавказа, кавказских народов, возможно, и таджиков будут провоцировать против киргизов и узбеков или наоборот, тем более, что почва для этого всегда есть. Скажем, на фоне недавнего конфликта между Киргизстаном и Таджикистаном на границе сейчас провоцировать какую-то группу таджиков или киргизов против друг друга в Москве, это ничего не стоит. И почему это очень важно? Потому что я же сказал, что империя не любит проигрывать. Когда советские войска проиграли в Афганистане маджахидам, это злоба, это ненависть, это чувство реванша, у них она сохранилась. И даже Москва тогда не осмелилась, когда вывели войска из Афганистана, они подумали, что это озлобленная группа, которая всегда привыкла убивать, уничтожать мусульман в Афганистане, и тем более, что это чувство проигрыша у них, они очень опасны для Москвы, поэтому их не разместили где-то под Саратовом, Владимиром или где-то поближе к столице. Их оставили в Центральной Азии в распоряжении подразделения ГРУ где-то в районе Термеза. И почему сейчас полковник Клочков, который хвастается, что именно эти ребята, эти бойцы, которых вывели из Афганистана, они были готовы разорвать кого угодно, отомстить за проигрыш в Афганистане. И Москва должна была найти применение этим людям. Они поняли, что рано или поздно, если не дадут возможность этим головорезам выпустить пар, то они будут направлять свое оружие, свою ненависть в сторону Москвы. Их использовали в Таджикистане, и полковник Клочков, он хвастается, что именно он совершил госпереворот в Таджикистане в 1992 году и привел Рахмона к власти, уничтожив при этом, убили там более 200 тысяч таджикистанцев. И тогда было найдено применение этим головорезам, которых вывели из Афганистана. Представьте сейчас,
что люди, которые воевали в Украине, они не победили, они возвращаются домой, и они хотят еще поубивать, кого-то победить, кого-то уничтожать. И лучшего кандидата, чем таджик, который сегодня считается в России самой незащищенной группой, а мы это видели после Крокус-Сити или вообще в течение последних нескольких лет, или других народов Центральной Азии, лучше применение лучшего кандидата найти сложно. Поэтому я полностью доверяю этой информации. Более того, я считаю, что это соответствует логике империи, тем более империя, которая проигрывает, которая имеет, сами понимают, что проблемы накапливаются, и на кого-то надо выпустить этот пар, оторваться, думаю, что вот человек, который сообщил об этом, мы, видимо, детали не знаем, но как информация, как план, оно заслуживает того, чтобы мы очень серьезно к этой информации относились и побольше говорили с нашими слушателями, тем более, что я всегда обращался к таджикам, и не только к таджикам, к жителям Центральной Азии. А что касается Кавказа, слава Аллаху, что есть очень много других лидеров, которые об этом говорят, но я призываю пользоваться этой возможностью, призываю таджиков, киргизов, других братьев, узбеков, казахов, туркмен, чтобы они очень были осторожны, не поддаваться никаким провокациям, тем более, как сказал Руслан Кутаев, не участвовать в различных массовых мероприятиях, тем более, если кого-то приглашают, там избили таджика, чеченца или там киргиза и призывают земляков присоединиться, отомстить, мы должны исходить из того, что это может быть провокация, и люди должны быть осторожны.